Ученики Чувашского кадетского корпуса, студенты ЧГУ стали участниками совместной экспедиции Русского географического общества и Северного флота на Кольский полуостров. В течение 10 дней поисковики обследовали места боевых действий времен Великой Отечественной войны, мемориалы и воинские захоронения в районе мыса Пикшуев на южном побережье Мотовского залива Баренцева моря. Наш оператор Дмитрий Макаров вместе с поисковиками отправился в экспедицию и привез из Заполярья не только артефакты времен Великой Отечественной, но и эксклюзивные кадры. Место сбора команды – новый корпус Чувашского госуниверситета. Именно отсюда стартовали 17 поисковиков Чувашии. Возглавил экспедицию руководитель поискового отряда «Георгиевская лента» Сергей Кадыбакин. Перед дальней дорогой закупка провизии, наставления и приятный момент – вручение билета члена Русского географического общества Михаилу Карпову, неоднократному участнику поисковых экспедиций. Дорога до Мурманской области заняла 3 дня. Добирались на микроавтобусе и КАМАЗе. На 2 недели ребята отказались от комфортной жизни, ночевали в палатках и готовили на костре ради ежедневных находок. Вот здесь представлен немецкий котелок, точнее то, что с ним стало. Банки всевозможные, склянки, консервы, скорее всего, норвежского производства, которые немцам поставляли. Минометная мина 80 мм, немецкая, абсолютно уже пустая, то есть повезло, не сработало. Находки, саперные лопаты, шлемы, гильзы и обоймы. Поисковики побывали на местах ожесточенных боев 1941 и 1942 года. Увидели блиндажи, огневые точки, траншеи, бомбоубежища, остатки вооружений, военной техники и предметы быта. Каждый день преодолевали по 20-30 километров. Интерес к истории и ощущение причастности к большому делу придавали сил. Участники экспедиции поднялись на один из опорных пунктов, где проходили бои в апреле и мае 1942 года. Высота интересна тем, что она отражена на фотографии, которую передал нам немецкий австрийский ветеран. Мы привозили его на это место в 2001 году. Он был здесь ранен, его вывели из госпиталя, остался жив. И через много лет приехал к нам сюда, рассказал историю, как он участвовал в боях, был ранен советским снайпером. Его друзья на руках его отнесли к дороге, которая сюда находится порядка 10 километров. Отвезли его в Печенгу, в лазарет, подлечили. Здесь у противника располагались боевые позиции. Камень использовали как укрытие от осколков и пуль. На этом месте находился гарнизон и усиленный взвод. Место знаковое, подчеркивает Дмитрий Дулич. Поход был посвящен местам боев 12-й бригады морской пехоты Северного флота. Секретный немецкий укрепрайон Обергов приоткрыл перед участниками экспедиции свои тайны. Была обнаружена еще одна линия подвесной канатной дороги, снабжавшая артиллерийский опорный пункт. Эти элементы оказались ценной находкой. Работали мы 10 дней. В течение 10 дней изучили новый район, куда ни разу до этого не было плановых экспедиций подобного рода, масштаба. Никто сюда не приезжал системно. В этом районе толком не работал. Сегодня мы вернулись с похода на высоту Райтер-Альм и по пути нашли еще один укрепрайон, до этого нигде не отмеченный на картах. Совместно со старшими товарищами ребята благоустроили захоронение бойцов из 325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии и краснофлотцев 12-й морской стрелковой дивизии. Без восстановления и реставрационных работ памятники в условиях Заполярья быстро теряют свой былой гордый вид. На этом месте летом 41-го шли тяжелые бои. Советские десанты пытались освободить эту территорию. К сожалению, не все попытки были удачны. Многие во время этого десанта погибли. Они все здесь были похоронены. Поэтому мы и пришли сюда. Сегодня ремонтировали вот этот памятник. Артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные юными поисковиками, будут выставлены в музее кадетского корпуса на службе Отечеству. Но главное – это не только раскрытие тайн военного времени, но и сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Людмила Майкова, Дмитрий Макаров. Вести Чувашия.